привозили В лесу сюда. разделываете? А? В лесу прям разделываете, да? Да, Пешеходы? да, да. Каждый день, да? А? Каждый день находитесь или как? Каждый день, конечно, и по-другому как. Никаких ни выходных, ничего. И к нам была закреплена машина ГАЗ-51 с водителем. Она приезжала с Уральска и забирала эти туши. И я ездил, сначала сдавали мясо, отправляли в столовую Минсельхоза в Алмату, вот туда. А потом был период, когда катастрофического не хватало мяса, то ли падеж, то ли поголовья не было. Я 2 года получил распоряжение и сдавал добытое все мясо в колбасный цех в Аксае. Вот. Не в Уральске, а в Аксае? Или В в Уральске Аксае. не был тогда мясокомбинат? Мясокомбинат был в Уральске тогда? Да, все было здесь. А потом, Нет, я имею в виду, почему именно в Аксае? потому что цех колбасный стоял. Только там. Ну там и тут тоже перебой, но тоже там больше было. Сырья не было там. Да, не было из чего. А охотились где? Там? В Бурлине да? охотились, да. Ну да, ближе. Да, ближе же. да, все это Были. там вот. А потом в Уральске открыли магазин, назывался «Дары природы». Да, что-то такое было. Был напротив драмтеатра Островского там. Он был. Да, что-то такое. Да, и вот там уже продавали мясо. Дичи. Да, и лосятину, и кабанятину, и ксулятину. А потом же был еще, в этот же период открыли промысел сайги. Какой год? А? Какой год? Это 77-й, 78-й, где-то вот в это все. Вот, но я не... Да, до этого промоотстрелок по сайге не было. Не было, не было. Хотя тоже страдали же ведь, да? А? От сайги тоже страдал. Ну, наверное, я всё. не располагал Ходит. такой информацией. Ну да, это Сайгак степной же. Сайгак Вещь. меня мало интересовало, и я на него Не до этого. мне предлагали там тоже, чтобы принимать участие, там и все, я отказался. Это не моя охота, когда с машины стрельба с машины, и все, да. да. Ну а как больше все? Ну, в общем, на этой сайге председатель областного общества охотников погорел. В смысле? В смысле? Открыли промысел, а нет ни рефрижераторов, ни Ну, как холодильников. Нынче, вот, в прошлом году также было примерно. Вот, и Не все, подготовили. каждый день убивали по 40, по 30 сайгаков, бригады, которые обдирщиков. Не был не организован так. Загорелось. Осенняя жара, да. Да, теплые условия, все. И Боровко тогда был Дмитрий Максимович председателем Охотобщество или инспекция? охотобщества. Тогда же было городское и областное общество охотников. Вот. Районные были. Да, районные были, все это дело. И его судили. Да, И ничего себе. присудили ему выплачивать до конца своей жизни 2,7 миллиона рублей. Из-за сайги. Да, нанесенного ущерба. Казалось бы, за что, да? Условий нету, не Не, ну а кто-то же должен был организовывать все это дело. Не, А ну, он сперва надо создать поручил... условия. Создать условия надо же, рефрижераторы, куда Ну сдавать, да, ну, технику там. ну это он должен был, как председатель охотколлектива. А где он возьмет, если государство в то время... Ну, Центральное где, снабжение. это договаривался, надо было как-то, или сокращать этот объем добычи, то есть регулировать все это дело. А написал на него этот Прокопенко, был старшим охотоведом, а Дмитрий Максимович как раз этого Прокопенко и назначил ответственным за организацию промысла.
теперь вот у них, ну там это охотничий офис, это был клоака. Там грызлись все за это место, председатель, чтобы туда попасть, страшно. Видимо, такой лакомый. Да, лакомый ну а кусочек. конечно, это же все ресурсы, все это мясо, все. А в условиях тогда же не было такого изобилия и все. Так что Так, вот этот момент я помню, прошу вот это отметить. Как обеспечивало государство? Чем там? Командировочные, да? никаких Средняя зарплата, вы говорили. Средняя зарплата сохранялась на Где? предприятиях. Ну, вы же от завода же, да, отсылали? нет, Командировку. мы брали все отпуска Отпуска брали? брали. Средней зарплаты такой не было, да? Нет, ничего я не что-то было. припоминаю. И патроны нам никто не давал, даже ни так? государство, А ничего. мне- И на своих машинах, единственную машину только в ГАЗ-51 выделяли для того, чтобы съездить, забрать мясо и привезти на сдачу. Вот. Это была государственная машина, да? Да, это, кого? да. От общества, видимо, да? Или от А? кого? Ну да, это в обществе, ну, государство ГАЗ-51, по штату у них. А так патронов ничего не Нет, давал? ничего абсолютно. Только от мяса, вот, допустим, сдаете, хозрасчет, да? Вас рассчитывают. Да. Вовремя, да, рассчитывали? А? Деньги куда поступали? Как наличными А, получили? наличные получали? Ну да. Я это... От кого? От А? мясокомбината? Кто? Нет, я сдавал вот сначала, если в холодильник, то по накладной сдаю, все, накладные в общество, они пересчитывали, приходили мы туда, и нам кассир по нашим расценкам выдавал деньги. Вы Всё. получали и раздаете своим этим, Ну, да, бригадам, да? да. Ну. Сколько бригад у вас было? Все время была одна бригада. А потом я посмотрел, заработка-то нет ни хрена. Народу много, толков мало, Да? да. И я стал сокращать бригаду. Они не хотят, да? Нет, почему? Это их не касалось, лишь бы план я выполнял. Понимали, то есть, да? Всё. Склоков не было, да? А нет, никаких проблем с этим не было. А потом уже я предложил уже своим из своей бригады, говорю, да сами ребята, вот давайте организовывайте вторую бригаду, там вот Савенков был бригадиром, стал там несколько. Побольше объемов лучше Да, осваивать, да? а? Да, Побольше мяса сдавать. ну, мясо, количество добытого раньше планирование было по достигнутому. Вот По максималке, да? как По достигнутому. не по- ну, вот план у тебя. Первый год был 50 Голов. голов отстрелять. Я их сдал. На следующий год 50. Еще опять 50. Потом... А если не выполнишь этот план, или перевыполнишь можно? Перевыполнять не до этого было, это слишком много было. Вот. А не выполнять, это, пожалуйста, началась первые года. Лосини пуганые, ходили как коровы все везде, а потом на второй, на третий год Ильёза слышит машину и сразу уходит. И добывать становилось все труднее. И потом инспекция по отчетам количество сокращалось же, которые показывали они все. И, естественно, меньше лицензии стали давать. А последние года давали всего 5 лосей или 6 вот. Это какой год? Ну, 91 год? да, сделали 89-й, 90-й год, и вот так вот. Так что все это дело. А под этой маркой уже охотничья инспекция добилась, что им в заказниках разрешили вести
как тогда выборочный Отстрел, санотстрел типа, да? А? Типа санитарный отстрел. Да, как санитарный, если они тоже должны были сдавать. Понимаешь? И Вас пускали туда? А? Вам разрешали туда? Нет, туда мы не имели права. А кто туда? Только госинспекция. Сами. Сами организовывали бригаду, и все. И они там, им разрешалось только из числа лесников включать. Но план, в общем, входил, да, вот это все, их добыча, ваша добыча, все в план. Это все в общий да, лимит, это шло все. Поэтому, естественно, когда появилось несколько бригад, их 3 или 4 еще было все, то мне, как бригадиру, начинал, мне давали больше, чем остальным. Заказники у нас по области где были? Ну, у нас был... То, что сейчас существует? Да, которое сейчас существует. И потом у нас еще, кроме этого, был организован бобровый заказник. Это от Джамбула поселка до этого, до Бурлюна. Джамбул который? А тут вот сюда, за Теректу. Нет, за Теректу сюда. Там есть, да? Да, там, ну сейчас его уже нет, этого поселка. Это не слышу, поэтому. Да, там, когда я уже... Там... Именно бобер, да? На бобрах? Да, нет, там заказник был, там запрещено было бобров ловить. Все. А раз заказник, то и на остальные... А так на бобрах тоже охотились, получается, да? Конечно, да. Госдача тоже, да? Ну да, ну а на бобер он, одна лицензия, одна голова 1000 тенге стоила. 1000 рублей, сом, наверное, по советским этим, да? Ну да, вот. А бобром-то занимались отдельно бригада, наверное? Конечно. Ну их не было, их никто не связывал с ними, ничего. В смысле? Ну, как их? Никто. Трудно добывать? Ну и трудно добывать, а потом какая с них реализация-то? Ну государство принимало же. А что она государство принимала? Она ничего не принимала, кроме шкур. Вот бобровые шкуры только принимала. Андатру, наверное, тоже, да? И андатру тоже принимала, и сусликов, и все. Вот на сусликов сюда из Украины, с Литвы, с Латвии, с Прибалтики приезжали бригады по 5, по 6, по 4 человека. И тысячами вылавливали. У нас тут местные там 2 или 3 машины купили, двое машины купили на деньги, 1 мотоцикл с коляской. Вот столько сусликов было. А так вот, допустим, сколько вы зарабатывали в месяц? В месяц сколько выходило? Минимум, максимум там? Ой, сейчас первый год, когда сдали, то там получилось где-то по 200, что ли, 100 с чем-то, около 200 рублей. На каждого, да? Да, вот. У тебя как бригадир побольше, да? Нет, всем поровну выдавали. Ну это по-любому получается больше, чем зарплата на работе, по-моему, да? 200 рублей, допустим. Ну да. Больше же, наверное, да? Ну, у всех по-разному зарплата была. Ну у тебя сколько было? Ты тогда кем был? Я тогда был начальником литейного цеха, потом у меня зарплата была 380, да, там все. Как начальник участка, да? В то время по строительству где-то 250 получается. Ну, в общем, как-то вот так вот. Интересно. А я-то думал, гособеспечение было, вы там нет. За собаку платили, командировочные, патронные, палатки, нет, там, техника, ничего, бензин. Нет такого, да? Нет, такого не было. Но драконовские методы за подранка каждого, которого не забрали и падал,
находили, Инспекция погибал. находила, да? Ну да, да неважно, инспекция там или любой, кто нашел, заявил, через инспекцию все делал. С каждого этого по 500 рублей за зверя. Мгм. Штраф. А это кто контролировал? Вас кто-то среди бригады, там, егеря от общества было или как? В Там, Урлинском районе, Ага, там же были одни хохлы, ага. они всю жизнь уже тогда были за самостийную Украину, никого туда не подпускали. И я с лицензиями, меня на дорогах останавливали, в каталажку сажали, все. И ружья, и лицензии отбирали, в общем, все это. Мешали, не давали им. Почему? Потому что они считали, что в их районе бригада должна быть их, районная, и никаких других этих разговоров. Вот. А с А этим... почему, интересно, альтернативную бригаду не разрешали создавать, допустим, от районного общества, там, они тоже параллельно работали бы? Или это не знаю. или мало было дичи там? Да нет, в Бурлине как раз я 11 лет там у егеря на квартире жил с ребятами. От районного общества, да? Не от районного, Егерь. их егерь, да. Ну, районное общество. в то время, Бурлинскую, да, Бурлинское районное общество. вот. Фамилия. Ну, как таковой в Алексей. составе вашей бригады, как контролирующий орган, такого не было, да? С нами все время был егерь или лесник, Ага. Ага. который все записывал, все Потому что, учитывал и да, все. да, и там где-то подписывали, подтверждали, да, там, что... Что, нет, они Нет? с нами А, были. просто были глазами, ушами. Да, да, все время. Потому что, допустим, нынче сейчас, вот как в прошлом году, добывали Сайгу, промосtat отстрел тоже. Ну. И там присутствовал всегда инспектор от охотпромхоза. Ну, Он там. а так, я из-за этого и стал браконьером на весь Советский Союз. Обо мне писала даже литературная газета Советского Союза. Почему? Почему? Как В чём? браконьер. А как это? Вы же от разрешения государства же Да вот Пром- так вот промыслом. получилось. промыслом занимаетесь. Когда открыли вот этот промысел, все уже нам любительских лицензий для себя не дали. Мгм. Отстреливали, мясо разделывали, все мясо сдавали, Мгм. а сдавали по стандарту. Мгм. То лося только четверовать можно, на 4 части были, коробку, то и зад, и все это делал. Кабана, если больше 80 килограмм, значит, только пополам можно было. Косулю можно было сдавать только целиком, Мгм. полностью все. Чтобы не воровали, как бы, да? А? Чтобы видно было, да, что это Ну, да, так вот. цельная туша. Да, и причем все пробоины, все, где кровь, места ранения, все должно быть вырезано, и кровавых этих сгустков ничего не должно быть. Мгм. Так что А для себя, вот, допустим, надо же вам кушать надо же, готовить надо. в пользу бригады шла сиська, писька, хвост. Все понятно. Внутренности, да? Да, вот, сбой весь. Собакам всё. тоже, да? Ну, собак сами себе как хочешь прими. И еще в пользу бригады голова Мгм. шла. Вот. А так для трофея, шкур, ничего, Ну, трофей нет, нельзя а? было, да? Рога можно было? Ну, конечно, но там раньше, это сейчас вот лицензии такие, что там не написано, ничего нет никак. А раньше лицензия, в ней 4 талона. Не 4, 3. Это туша одна сдать, талон на мясо, талон на шкуру и талон на трофей. Ага.
с номером лицензии, где указывалось на трофей. И когда кто-то, я или там кто-то голову забирал, Ага. чтобы к нему претензий не было, он получал этот талончик, хранил его, и что там указывалось время, год, число, когда отстреливали. Ну хорошо, допустим, это если там понравился трофейные рога, то все, да, Да. возьмешь. А если тебе рога не надо, что делать? Ничего. То есть государство не брал, да, это? Нет, в голову ты Что мог, косулины, что лосины. ничего. хоть Что кабаника, голова, хоть как- какую как- хочешь, кабан. можешь руби, ешь ее, что Мгм. хочешь с ней делай, Мгм. и все, никаких других проблем. Интересно. Ну, слушай, Так, к стихам чуть попозже. У меня еще один этот, который меня интересовал, помню, с твоих рассказов с тех лет. Как ты встречался с Шолоховым, да? С его супругой, да, по-моему? Да. В лесу, что-то Было было такое для- дело. Для истории. ну это Расскажи, было пожалуйста. 1958 или 59 год. 50? 8-59. А, то есть до промотстрела, да, получается? Конечно, да, я только с армии пришел. И где ты их повстречал? А на Шолоховской даче, А, здесь, да? ну, где восход, знаешь же, Ну да, да, я знаю, конечно. Чапаевский племсовхоз, там. Мгм. Там Леша, по-моему, сейчас живет. Мгм. А он что, приезжал, да, там? В сезон Это приезжал? его дача. Не, И- я понял. Осенью приезжал, да? Или он в да, любое он время? приезжал на охоту, Мгм. Бурас сюда жил там, рыбачил, Мгм. охотился, потом уезжал. А мы, это я с армии пришел с ребятами, они, охота была запрещена, еще не было. Это был А там разве не заказник? где? Вот, где шел с дачи. Ну, сейчас, да, а тогда не было. Тогда не было. Мгм. И поехали на Солянку, там речка, старица такая, Мгм. туда, на рыбалку. И меня взяли. А я как раз купил английского сетера и хотел на тетеревов, птичку, да? на тетеревов его таскать и все. Тетерев? Тетерева-то были? Да, Да вы что? да их тут, знаешь, тучи летали. А где сейчас? Почему сейчас? Сейчас их нет уже много-много лет. Я вот позапрошлый где-то или три года назад увидел весной тетерева. Ну, с России, видимо, прилетел весной. В Оксайской трассе. Здесь, говоришь, было, да, значит? тетерев? Был. И что? И в заказнике был еще. Ну ничего, я молодая собака, они взяли меня на рыбалку, они рыбачили на Солянке сидели. Ох, сколько карасей там было. У меня где-то даже фотографии есть там куча такая карасей вот этих. Покажешь потом? Да. Фотографии тоже, кстати. между Ну ее надо найти прочим. Ну где-то. да, потом. Как бы. Да, так, конечно, можно будет. Так, потом ничего. Ну ничего, а мне что, они там это, а я утром рано, 50 какой год? 56 год? 58-й. 58 год. Я с армии пришел, Осенью, да, это был 58-й, а даже 59-й это был уже. В 58 году я пришел с армии, и уже тут не было еще, это был уже 59-й год. Ну и с этим, со своим нордом ходил, там деревянные выводки, все, ну, чтобы он стойку делал, все, и с фотоаппаратом я и все. Ну и когда назад уже шел на Эти станцию, дерева, они же на деревьях, Да. на березах же да, обычно. да, ну они, А там у нас есть березы, по-моему. да нет, и Берез. там есть и берез, смешанный же у нас лес. Да? Я... Ну и вот назад возвращался, и
от Урала, там по берегу Урала, в Коме, вот, все. Мгм. От Урала смотрю, мужик какой-то ко мне чуть не бегом бежит. Ага, вот, подошел, что ты делаешь, кто такой, почему здесь нельзя находиться. Я говорю, почему, чего это, как это, все. Ну вот здесь дача Шолохова, и все. Я говорю, ну а что Шолохов, он что, не человек, что ли, или что, это его собственность, что ли, что он землю выкупил или что? Как? А? Чай налить кому-нибудь? Ну, Можно, да. тебе Можно? чай? Можно чай, можно. Ну, что еще? Дядюш, тебе что? А? Тебе чай или кофе? Может, кофе? Да, пожалуйста, хоть что. Не, ну что скажешь? Да мне... Давайте кофе, то Сахар, кофе. 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 Сахара не надо, потому что здесь торт есть. Сейчас я сделаю тебе. Тебе, если кофе, может, в турке заварить или автомат? Нет, такой А? простой пойдет. А? Простой пойдет, что, растворимый есть? Нет, у С меня молоком. натуральный турк. Да ты чё? Ну давай натурально попробую. Хотя его я уже забыл, когда пил в последний раз. Передает мой сын, который у тебя был когда-то, помнишь его? Да. Ты этот показывал по груше. Ага. Ой, этот. Ну что, привет передает, вот груша. В общем, пока он со мной это базлал, тут выгонял меня, по сути дела. Выгонял даже? Да, ну это работник с этого, с дачи Мгм. Шолоховской. У Ну, него- подожди, он один был или... Кто? Один. А пока мы разговаривали, с этого Шурала идет Шолохов с женой, и с ними еще какой-то А, там. ты пока разговаривал с представителем типа Игорь, кто Ну такой, да, да? он, не знаю, кем он у них там. Это он тебя, да, задержал, типа там? Он, Чё ну, он ходишь? подошел ко мне, просто мы встретились, он Мгм. не искал, не ловил меня, Ну он да. шел с Урала на дачу, а я... А ты один шел? А я один, нет, с собакой я шел. Не, вообще говорю, из людей. Ну да, один, вот, и все. Ну и вот подошел Шолохов с женой, и все. И у Шолохов тот вообще, что вы тут делаете, все, а жена, Мария, не помню, как ее по отчеству, Федоровна или чё, как Не там знаю. жена там, я сейчас не помню просто. Мгм. Вот. Она увидела собачку, фотоаппарат, ой, да вы что, фотографируете? Я говорю, натаскивал собаку по тетеревам, чтобы это, Мгм. все делал. Ой, давайте мы вас это, у нас здесь все есть, мы сейчас фотографии проявим, пленку проявим, фотографии сделаем, все. Я говорю, нет, спасибо, все. Ну и они уже тогда после нее пошли на дачу, а я пошел к ребятам. Вот и все. Мгм. Такая вот встреча была. Ну а так нормально уже пообщались, да? Ну, а я с ним что, он, собственно, вел себя тоже так, что меня вроде нехуй мне тут делать, вот. Не как тот этот, представитель его. Не, ну он только что ты тут делаешь, кто ты такой? Казах русский? Кто? Ну вот этот представитель. Русский был. Местный, да, или? Ну откуда я знаю, он не представлялся мне ничего. Нет, Что-то- жена, что здесь- вот у него человек, она, кстати, стреляет лучше, чем он. Да. Да, вот это уже тоже ребята там рассказали, потом уже когда. А потом мы много раз еще приезжали туда на Шолоховскую дачу, уже вон с Полиховым, этим первым секретарем горком был, потом этот Куфаев был, Алексей Иванович, зампред горосполкома, с ним туда приезжали. Потом мы приезжали с Геннадием Петровичем, это генералом, командиром Соколом. И с сыном приезжали к Алексею туда, все это тоже уже за Барсуком. Так что там я уже был, потом после него это был детсад, потом пионерлагерь, потом еще что-то, а сейчас даже не знаю, что там
Я Ну уже- как он, как достопримечательность там стоит вроде так, тоже нет-нет, заходит. Уважаемые в кавычках гости. Ну, не знаю, я... А так, допустим, он добыл, да, в то время, значит, А? 50 Не, года. он все время приезжал на охоту, там как раз над этим местом идет перелет, Иди на- гуся, казарка, ну, Ну, Да, тогда поля были там, все Да, засажено. все, да, было вот, и там он стрелял, он на гуся приезжал, все, а в Урале там красная рыба, вот они все время рыбачили и все. Так что там место такое, что Да, да, хороший место. очень хорошее, и все поэтому. Мгм. Так что. Не знаю. А то, что сколько чего он отправлял, это по разговорам он с собой, чтобы это увезти, он на мясокомбинат сдавал на копчение. А, сдавал, да, все-таки? Да, сдавал на копчение. Я Там помню, и- что-то такое, короче, было, я уже подзабыл, как бы, может быть. путаю. А сколько там не знаю. Ну, то, что на Ну, мясокомбинате. Сам представь, заказник, да, там же дичи валом же, в те года же Ну, охотники не и так уж. раньше ее везде Ну, валом был. Да. А ему тем более прерогатива была. Все-таки знаменитый человек Ну заслуженный. да, к нему же никто к нему никаких претензий не мог предъявить. Как-то он с ним тогда еще и Коршунов, это писатель уральский, слышал про такого? Ну да. Это же он написал эту статью в литературную Россию про Русецкого. Да? Да, с подачи Прокопенко. Да, ты че? Да. А Прокопенко... Есть что ли эта статья у А? тебя? Не сохранится случайно? Да нет, где уже сейчас это... Ну, ясно. Ну, разбор был капитальный. Да? Ну, конечно, я член партии, газет А, ты писал. был коммунистом еще? Конечно. Мгм. На завод Ворошилова, завод давал ответ, собирали данные о моей этой, ну, как промысловой бригады, сколько, что и... Ну, А претензия какая там? У тебя же все, государственный заказ, все как положено, как бы. Ну В да. чем тебя хотели А? уличить? Да, ну, хотели не меня, Скорикову хотели. А, Вот. вышестоящего, да? А? Вышестоящего начальника, да? Ну, это он, Скориков, был главным охотинспектором Мгм. по Уральской области. На него все бочки катили. Но- И меня туда приплели. Мало меня, еще фраза оттуда дословно. А у Русецкого и жена стреляет, Да, ты а чё? мясо-то нынче в цене. Представляешь? Да, были времена. Вот. Ну, а да, Тамара-то действительно на лося-то одного убил. Вот. Но эту лося мы уже сдали, на промысле были. А допустим, тебе же надо же домой тоже обеспечивать дома. Чего? Ты Не, я... покупал, Нет, покупать даже нельзя, нет. что ли? А? Покупать с этой долей, которую ты сдаешь, какие-то килограммы, допустим, бригада, сам там, не мог? Да нет, потом Вот. нам стали давать любительские лицензии. А, параллельно, да? Да, параллельно. И А. поэтому у меня проблем с этим Не никогда было. не было. Мгм. Вот. А так когда добываешь и сам не ешь, это же Ну да. тоже уже к Ну, браконьерству это- будет толкать. Да. А то, что вот говорил вот насчет голов, это вот рога первого лося, которого я убил на промысле. Вот это, да? Да. Мгм. Вот. А на балконе вон лежит, висит голова. Это последнего лося я застрелил в 91 году. Да? Да. Он что, у него больше этот? Чуть-чуть Эти- побольше. Далеко лежит, да? Потом покажешь? Оно висит на стенке висит. на балконе. А, ну вон. ладно, потом, если не забуду, сниму. За интервью, за встречу, очень приятно. И вообще исторически себе этот похвально, что мы с тобой знакомы и Ой, походились в Господи, какие-то время, да? всё В нормально, Гангалу ездили, всё там в нормально. степях лазили, Я ж барсука помню, искали, добывали. Были времена. Как и... Манап, Мархам, да? Да, покойный? и как После в каждой это охоты. ездили на испытания.
Помнишь? В Самару же ездили? Да, еще, да, в Самару на Лайк этот. Да, Мой лайку Бельчика, да. Бельчика возили. Второй этот, как его, диплом по кабану, третий по медведю, второй по кабану он взял тогда. Да, вот это я забыл даже, елки-палки, втроем же ездили. После каждой охоты, да, сюда приходили, орда, как положено, да? Все было. Все это было. Ну давай, спасибо. Я помню даже первый наш выезд, Да? когда ездили. Тогда Куда мы ездили? Теректы или в куда? Теректу ездили. Мгм. Со Шкондиком. Да? Да, С ним, да? да. Он как поживает? Да как он? Нормально? Нормально, да? Проживает. Приходит? Да. А? Приходит? Звонит? Я вот на 23 февраля он приглашал к нему, ездил. Куда? Домой на А. 23 февраля, День Красной Армии отметить. Ну да. Вот. Мгм. Получилось, видишь как, 23-го я к Валерке Чистякову на поминки пришел, Мгм. до 6-то был, а с 7 у Шкондика где-то 12 до часа ночи. Мгм. Сидели там, вспоминали тоже все. Валерка заезжал, да, недавно, да? Валерка заезжал сегодня. Семин, да. Ну вот вы звонили мне. Да. Где-то он звонил, по сути дела. Ну да? А ты, кстати, я тебе по видеозвонок сделаю. Ты видеозвонок умеешь, да, включать? Иногда. Иногда, да? Я же иду, записываю же и думаю, ну, для контента видеозвонок делал, но ты то ли не слышал, то ли не брал. И я подумал, то ли, говорю, на улице он с собачком гуляет. или Нет, я вообще очень некоммуникабельный человек, и на все эти сообщения я не обращаю внимания. А когда уж там допекут меня, там послали, я прошу кого-нибудь, он включит и там посмотреть, что это там за фотографии или что там. Тогда только обращаешь, да? Да. Так что, То есть у тебя днюха 23 марта получается, да? да, Как раз на Наурыз? да. Да. Ну, а что, Интересно. На Новый год. мартовский кот. Хулиган ты, а? До сих пор. Кофейку можно было еще. Сейчас сделаем. Сын профессор, отец дурак, никак не могу освоить этот телефон. Вот сын пишет, ему этот, выслал же он, привет передал тебе. Темекісін тастамай дауызынан, говорит, все еще, говорит, курит, говорит. Ну, как этот, вспоминает он. Да. Кофе в маленьких чашках пили, говорит, вспоминает он. Да, Да, был да. такой, да? Было. Да. Ну, я и сейчас могу. Да. Ну, Так, на балконе туши зайцы висели, говорит. Он оттуда кусок срезал и готовил ужин с макаронами, говорит. Вспоминает. Вот так вот. Тоже воспоминания. Ну, сейчас могу только Подзабытый. супом угостить. Да не, Зайца. зачем это возиться? Лучше давай переговорим это. Запишем. Что водиться-то же? Поставил, разогрел. Да нет, я суп кушать не А? хочу. Нет, я вот выходил. Ну, смотри. Все нормально, кофе Как только. говорят, почивать можно, не воют нельзя. Сейчас сварю. Хорошо. Да, потом на поездку перейдем. Ты только сам варишь кофе, да? Да, дама твоя не хочет заварить? А нет, я не понимаю, там вот Да? это электричество. Систему сделал, да? Зачем там нажму не то. А, нет, тогда не надо. Сейчас. И Хорошо. полетят. Так, пока выключу тогда. А? Ты Константиныч. Что ты не говоришь? Я же выключал камеру. Ну, Ёлы-палы, это настоящий кофе какой-то, да, по-моему, да?
Это натуральность. Натуральный. Сам смолол, Ага, вот, заварил. ага. Ну вот, пробуй. А перед этим ты пил с капсулы, Ага. автомат. У нас Вот, на работе вот. есть. Это вот. А это это- натуральный. Вот он. из зерен, я- который, да? А? Из Из зерен, да. Вот. Сам там молишь, да, или что Да, там да, делаешь? да, у меня не кофемолка, понимаю. все есть. Это чё? Ну, у Это меня сын есть. тебе, сын тебе, по-моему, да, А? покупал? Сын Сын, покупал, да, это да. я рассказывал. Ну, у меня есть и автомат Мгм. для такого молотого кофе там варить, но он почему-то сейчас наполовину только работает, полпорции дает, потом перед общим долгой канители. Мгм. И ты всё. заварил? Ну, этот вот Как в положено, турке, да? в турке, да, тут будет осадок, а в том в автомате нет было осадка. там И, фильтруют. в этом, во втором автомате там тоже не бывает осадка. А когда в турке Спасибо. варишь, осадок неизбежен, он потому что здесь остается. Понял, спасибо. Ну, в общем, сливки Хорошо. там и все остальное. Понял, сейчас попробуем. Так. Алло. Оу. Алло. Салам. Да, у него. Я же обещал, помнишь, когда ты звонил? Мгм. Кофе пьем. С коньячком. Он для меня вытащил узбекистанский коньяк. 25 лет выдержки. Ты пробовал? Вот сейчас кофе заварил. Интервью записываю. Давнишняя мечта у меня. Ты где, на работе? Понятно. Хорошо. Там есть еще, Константинович? Ну, пусть Или оставим? останется. Давай останется. Что говоришь? Что говоришь? Алло. Ну ладно, хорошо, понял. Давай. Добро. Пока. Валерий звонит, привет передает. Спасибо. Так, Миргали привет передает. Да? У него так и не забрал волка, чучело из камыша вылазит. Говорит, есть, был такой, да? Был. Миргали. У него ел волка своего, говорит. Волк варили, что ли? Да. Да? Был такой. Да? Ну, женщины меня спровоцировали. Сказали, что хотят котлет из волчатины. Ага. Ну, я и сделал. Да ты че? Да. Котлеты делали? Да. И че, получилось, что ли? Конечно, получился. Миргали добыл. А? Миргали добыл? Миргали, он пишет. Не помню, кто добыл. Он, говорит, добыл, говорит, пишет. Да, ну, может быть, Это да. может быть. Вот, был, да. Какой год примерно? Лет 10 назад, наверное, если Да, больше. даже больше. М. Больше. Где-то лет 12-13, может быть. А чучело где? А? Чучело какой-то из камыша, что ли, вылазит? Чучело, говорит, какой-то был. Так он же забрал его. Он, говорит, не забирал, вот он пишет. Как не забрал? Ну, у тебя другого чучела не вижу, я вот это Да чучело нет, набыл. такого не может быть. И что, книга трофеев? Нет, это некоторые Фотографии? фотографии, которые это. Вот. Который ты делал, да? Ну да, вот. Ну, это потом посмотрим, да. Не, ну там можно посмотреть, там где-то из камыша должна быть эта фотография. Ладно, потом, потом. Это интересно, между прочим. Звонил, да, говорил? Ну, Привет передает. да, спасибо. Миргали тоже привет передает. Вспоминает. Те сливок добавь туда. Чего давай? Сливок можешь Нет, добавить. так неинтересно. Ну а интересно, ты уже по аромату должен чувствовать, что. По-настоящему без молока надо пить. Да, конечно.
Значит, волка котлета делаешь, да? Мгм. У меня есть друг товарищ. Он прям заказывает волка. Волчье мясо. Вот я когда год 2 назад добывал, ну такой жирный. Весной, по-моему, был. Весенним самка. Прям жир прям конкретный там. Ну да. И сам этот, ну, как бы, жалко было выбрасывать, что ли, как, если по-русски выразиться там. И попросил этого чабана, скотника. Я говорю, ты его засоли, говорю, оставь. Как раз дело было к лету, уже, весной я забыл. Ну, у нас по-казахски есть же вяленое дело. Ну, да, сулет, да, я знаю. Я говорю, повели его там, сулет, как положено, сделай, говорю, потом как-нибудь или передашь, или заберу. Говорю. И он передал. Блин, так вот, я-то сам не ем, как бы брезгую. Ну, блин, вот по него по мясу видно, что прям этот вкусовые гурманные качества, как этот жирный баранина прям такой. И он рассказывает, как, когда жена, говорит, уезжала в город, он сам-то там в Урде, там где-то, где, когда жена, говорит, уезжала, говорит, в город, я, говорит, ты пожарил там с картошкой, так, с рожками, говорит, вкуснятина. И он там коробку целый уже сухой такой привез, и я его угостил там, в основном, ну, жир был такой, угостил товарищ. И он с тех пор, да, сделай, говорит, такой еще. Я говорю, достаточно, наверное, ты раз попробовал, хватит. Что еще, не дай бог, ты заразишься или что-нибудь Да, там, ну, паразитов нет, где-нибудь. после термической Ну, обработки он какой-то. достаточно живет, ну, все ему тянет ему, нет. Ну, молодец, хорошо. Что за- Почувствовал вкус Такой природы. потерянный, непонятно. Был такой. У меня по просьбе зрителей, что не сделаешь, как-то раньше девчонки приходили тоже. Ну, Константинович, у тебя все что-то одно и то же, то заяц, то поджарок, то есть ты что-нибудь такое, Что именно? ну, оригинальное такое, сделай что-нибудь, угости. Я Мгм. говорю, хорошо, ладно. А сейчас вспомнил про барсука, ладно, потом скажу. Говори. Вот. Ну ничего, мы как раз ездили на охоту, сикача взяли. Вот. Осенью? Нет, это уже декабрь был. Вот. То есть гон еще не начинался, да? А вон, да, Уже. почти. Ну, это смысл в чем? Угу. Яйца вырезал, Угу. Там же на месте, да? Как был, да? да. И приготовил их, Угу. зажарил Угу. с лучком, с чесночком. Угу. Оригинальное блюдо. Яйца, пожалуйста. Кабанье. Ну, я и говорю. Да, А, яйца даже. И чё? Они поняли хоть? Чё? А что, невкусно? Ага. Ты не говорил ничего. А? Нет, ничего не говорил. А что я буду говорить? Хотели эксклюзив, Да, да. хотели что-то оригинальное, пожалуйста, Ага. знать. Ну, а в принципе, это у многих народов. Да, это я слышал. У деликатес. грузинов, что ли, или у кавказцев Да, же что-то да, такое да, есть. так что... Сердце, Ну, вот это и всё, яйца. да. Нет, ну тут они, в принципе-то, речь идет, в общем-то, в основном о бараньих Угу. готовят, когда Мгм. вот Да, вот да, здесь все дела. А так, ну какая разница, дикие звери, еще тем более. Угу. Вот. Даже не почувствовали, даже не поняли. Нет, а как они поймут, что они, у них было сравнение, что ли, с чем-то. Угу. Чтобы что-то сказать суждение, надо иметь предыдущий Представление, опыт, представление, чего ты ел, чего не ел, Мгм. с чем, что похоже, что не похоже, и Мгм. чем отличается.
Так что вот такие дела. Ясно. Так, кофе допьем, чтобы не остыл. Ну, сейчас заварим. Или ты наливал казахстанский? А? Наливал или не наливал? Наливал? Да, мы уже выпили все. Да, конечно. Что-то меня не почувствовал. Да, пускай мусульмане меня простят, конечно. Но такой случай больше Не, не ну а повторится. что, это же не сал, ничего не, все скоромное. Да, с другой стороны, видишь, это такая встреча, которую я давно мечтал записать. В то же время мы не часто видимся, как говорится, так по телефону, то все там через друзей или напрямую-то разговариваем, встречаемся благодаря нынешним этим гаджетам, как говорится, да? Да. Так слышу, что жив, здоров, все нормально у тебя. Собак прогуливаешь, иногда там проезжая вижу, там, Ну да. по своему проспекту гуляешь. И радует глаз, как говорится. Активно живешь, на охоту